истории. Для меня открылся чеченский взгляд на борьбу имама Шамиля. Когда после Ахульго имам Шамиль пришел в Чечню, до этого Чечня так активно не воевала с русскими. Она как бы так придерживалась тактики таких набегов и обороны. Но на съезде чеченского народа, в котором участвовали мужчины многие, было принято решение поддержать восстание Шамиля. И тогда именно Шамиль и стал имамом Чечни и Дагестана. Никогда не был имамом всего Кавказа. Имамом всего Кавказа на самом деле был только шейх Мансур, чеченец по национальности, которого имперские войска, какие-нибудь немецкие офицеры наверняка, которые командовали русскими крепостными солдатами, захватили, по-моему, потом под Анапой или в Анапе где-то шейха Мансура, даже не на территории Чечни и Дагестана. А имам Шамиль был имамом Чечни и Дагестана. И чеченцы, вот, дав ему присягу, после этого просто волна крови прошла по Чечне. Карательные экспедиции, в частности описанные Львом Толстым в Хаджи Мурате, это разорение Гихи, свидетелем которого был сам Толстой, многократные сожжения, разорение введено, все эти жуткие экспедиции туда, карательные, в глубину Чечни, на так называемое замирение чеченцев, с вырубанием лесов, переселением насильственным людей на равнину из горных мест, уничтожением, сожжением памятников культуры. Почти 20 лет это полыхало в Чечне. И Дагестан в это время, уже многие районы Дагестана замирялись с Российской империей. И я читал письма имама Шамиля, его послания к разным дагестанским селениям с призывом, что же вы оставили свой, значит, газоват, что вы, собственно говоря, не сражаетесь, а чеченцы сражались. И есть нюансы, которые, и поэтому чеченцы полностью имеют право говорить: Шамиль наш. Они давали ему присягу и честно ее исполняли, положив огромное количество жизней в этой 20-летней непрерывной бойне, которая была беспощадна по отношению к чеченскому народу и к Чечне.